Это произошло в четверг, 27 апреля. Днем ранее меня Ренат пригласил на 40 дней своей от новорожденной дочки. Непосредственно пригласил меня на то, чтобы, так сказать, спраздновать это событие. Я, как последняя, похоже, падла, пришел очень поздно. То есть где-то в 6 часов вечера. То есть пришел, а в этот момент Ренат спал. После этого момента я пошел к нему, там Рената разбудил, поговорили минут 10. А потом Ренат заявляет: идем, ты сейчас пойдешь к Диме, будешь сосать у него. Я говорю: Ренат, ты что, совсем хуел? То ли ты перебрал, то ли что, я не знаю. Он говорит: давай, пойдем. Я отказывался. Нет, Ренат берет, тянет. Я говорю: Ренат, ты переходишь уже все границы, что, совсем с дуба рухнул? Ты немного не выебывайся, сейчас пойдешь у нее сосать. Хуй с тобой. Берет, тащит за руку меня, как, блядь, новорожденную девочку. Это как незамужнюю девочку. Заходим к Диману в комнату, и Ренат начинает меня толкать. Диме, иди соси у него. Нихуя, я думаю, Ренат, ты охерел. Слово за слово. Помахались немножко руками, без побоев там и так далее. Ладно, минут 15 проходит. Диман заходит в комнату к Ренату и говорит: ты типа, ты комитетовская шлюха. Я ему говорю: блин, а ты облязовский сосунок. И что с этим? Он что-то слово за слово посрались между. И Диман начал, так сказать, материться и так далее. Но я ему просто сказал, я выхватил его, во-первых, телефон, сказал: сейчас позвоню твоей подруге, скажу, что ты гомик, причем законченный пидораст. Он психанул, разозлился, схватил меня резко за горло и начал душить. После этого он двумя руками за горло схватил меня, соответственно. Я все подумал, все, он уже охерел в ноль. А от него еще перло так немного перегаром. Я не знаю, что он пил, мне как-то похеру. После этого я схватил Диму за руки. Он меня, соответственно, также... не за руки, за плечи я его схватил. Соответственно, он меня точно так же за плечи схватил. И мы начали держаться в полусогнутом, в таком состоянии. После Диман отпустила с моей плечи свою правую руку. И примерно таким движением ударил по уху. То есть после этого у меня были головокружения. До головокружения, когда ударили, я просто не понимал, что такое. Так сказать, я потерял сознание на месте. Помню, Ренат начал меня откачивать, типа, что с тобой и так далее. Да ладно, я думал, просто удар, так сказать, бывает же, дерешься, ударом получаешь, так сказать, шок маленький. Но там оказался не шок. Спустя 1 час я все-таки вызвал скорую помощь. Предварительно я позвонил своему страховому агенту, свою страховую компанию. И после этого я, Ренат и Дмитрий Щелоков поехали в больницу, в 5-ю городскую челюстно-лицевую. Там уже врач на месте, лор-врач, посмотрел мое ухо и дал заключение, то, что у меня произошло, в ухе, именно на барабанной перепонке, большая перфорация. То есть это не просто удар, это был уже такой специфический удар. Обычно, кто его делает, это профессиональные, похоже, садисты. Не знаю, может, у Димана такой опыт есть, но после этого
Врач мне сказал, вам нужно обратиться срочно, ну, так сказать, в амбулаторную клинику на следующее утро. Что я и сделал. Я на следующее утро в больницу приехал. В больнице мне сказали обратно ехать в пятую городскую клиническую больницу, чтобы у меня, ну, так сказать, меня положили на обследование. Соответственно, меня на обследование положили, но обследование мне дополнительно сказало, что при ударе кровь попала непосредственно в слуховой нерв. Соответственно, здесь шансы вылечить непосредственно данную болезнь, ну, так сказать, данную травму очень малы. Дмитрий отказывался решать этот вопрос в гражданском порядке, так как, ну, он пришел, скорее всего, в себя и начал это говорить, что это твои проблемы, ну, иди ты нахуй и так далее. То есть я вам пересказал его слова. То есть у этого человека не появилось даже ни грамма совести позвонить и сказать, что Нуралину, типа, извини и так далее, ну, что это произошло, да, базара нет. Если бы я кому-то, даже ему, нанес бы такую же, соответственно, такую же травму, я просто тупо приходил бы, оббивал бы пороги возле больницы, либо возле его дома. Соответственно, Дмитрий повел себя некорректно, и вдобавок к этому он, похож, своих, ну, там, друзей, там, подружек подговаривает, что я его собирался изнасиловать. И он защищался. Ребята, я вам скажу, это полный пиздеж. То, что пишет там Веня, что там пишет Дина и остальные ребята, это самые натуральные провокаторы.